Политсовет Республиканской политической партии АПСНы принял решение сконцентрировать свое внимание на двух ключевых проблемах. В первую очередь это борьба с коррупцией и преступностью, обеспечение прозрачности деятельности всех ветвей власти, внедрение электронных технологий, включая электронный документооборот. Вопрос по борьбе с коррупцией носит для нас не популистский или модный характер. Мы не стремимся заработать дешевые политические очки перед народом. Озвучивая эту тему, мы исходим абсолютно из другого. Ни о каком справедливом распределении национальных ресурсов, включая финансовых, ни о каких успешных реформах в экономике, образовании, науке, культуре, спорте не может быть и речи, если мы не справимся с коррупцией и не обеспечим прозрачность ветвей власти. Никогда наши люди, учителя, врачи, крестьяне, ученые, писатели, офицеры, ветераны войны, инвалиды войны, матери погибших не почувствуют справедливости, если вопрос борьбы с коррупцией не будет сегодня на первом месте. Член Политсовета партии АПСНы, депутат Народного собрания Левон Галустян, затронув проблемы демографии, заявил о поддержке благотворительного фонда «Асхара». Я хочу остановиться на вопросе, который активно обсуждался в самом начале появления фонда «Асхара». Почему помощь оказывается только абхазским семьям? Не скрою, отвечать на этот вопрос пришлось, в частности, и мне. Считал и считаю принятую меру оправданной, учитывая острый характер демографической проблемы, с которой столкнулись именно абхазы. Необходимо еще раз отметить, что фонд «Асхара» является общественной организацией, поступления осуществляются за счет средств меценатов и добровольных пожертвований. Также Левон Галустян рассказал о текущей деятельности Народного собрания. Могу сказать о том, что мы понимаем, что есть определенные огрехи и пробелы в действующем законодательстве нашей страны, и мы всячески работаем над его совершенствованием. Вы знаете, что в догонку к тем инициативам, которые поступили от президента нашей страны, были созданы несколько рабочих групп. Одна из самых главных и важных – это рабочая группа, которую возглавляет наш коллега Валерий Владимирович Агрба, по созданию законодательства о государственной службе. Даны четкие поручения в срок до 1 апреля будущего года подготовить документ и представить его на рассмотрение. Я думаю, что нет никаких оснований скептически относиться к тому, что этот документ будет представлен не вовремя. Работа идет очень активно. Есть все основания полагать, что в самое ближайшее время соответствующий законопроект будет сформирован. Что касается других инициатив, создана рабочая группа по совершенствованию законодательства в социальной сфере. Об этом президент, в частности, говорил в своем послании недавно Народному собранию Абхазии. Мы понимаем, что есть сложности, есть недостатки. Мы готовы над этими недостатками работать. На встрече не обошли стороной и тему наркомании. Председатель Гудаутского отделения Республиканской политической партии АПСНы Данил Габния предложил как способ предотвращения вовлечения большого количества молодых людей в наркозависимость непрерывную профилактическую работу среди учащихся. Мне много раз приходилось присутствовать и проводить акции с решением этой проблемы. Мы встречались с молодежью, ездили по школам, как это было когда-то и при нас. Показывали видеоматериалы. В ходе этой деятельности мной было замечено то, что если придумать схему в школьных учреждениях, как обычный урок, который будет проходить 45 минут, только не так, чтобы в 3 года один раз, я уверен, мы заставим многих задуматься. Тем самым можно спасти этих ребят и направить их так, чтобы после им было что сказать тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Данил Габния также акцентировал свое внимание на проблемах детей с ограниченными возможностями развития, а именно с диагнозом ДЦП. В 2014 году количество особенных детей составляло 140 человек, а уже в 2017 году эта цифра возросла до 180 человек. Но это лишь по официальным данным, подчеркнул Данил Габния. Хотелось бы добавить, что мы этот вопрос внесли на обсуждение во время партийного собрания, где наша партия АПСНы решила взять шефство над проектом реализации и завершения ремонтных работ в данном помещении, что является нашим общим огромным вкладом в будущем в открытии реабилитационного центра в городе Герой Гудаута.
В работе конференции партии Апсны принял участие вице-президент Виталий Габни. По его словам, партия Апсны на политическом Олимпе республики самая молодая, но при этом линия у нее принципиальная. Партия Апсны является партией провластной. В то же время я понимаю, что все вы и мы несем прямую ответственность за многие вопросы, которые сегодня являются нарицательным в народе и для общества. Но в то же время мы смело можем смотреть людям в глаза, поскольку, да, мы обещали, горели и верили в это, да, много не получилось, но мы с несправедливостью не смирились, мы на этом не заработали, не приобщились и своих целей не потеряли. После завершения официальной части мероприятия вице-президент Виталий Габни торжественно вручил орден Ахтзябша третьей степени вице-президенту Конифа Дмитрию Пагава. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.